Аслан, салам алейкум. Салам, всіх приветствую. Вітаю, Аслан, вітаю. Привіт. Так ми з тобою ніяк і не поспілкувалися. Я тоді в Європу уїхав і так і... Роман, вот по центру, привет. Твои впечатления? Привет. Да, очень молодцы, очень все понравилось. Я не хотел участвовать в стриме в прямом эфире с москалями, потому что там отборный мат. Мой формат это не позволяет. Поэтому я не хотел с ними общаться. Мне приходится в чат рулетки, когда я с ним общаюсь, там часа 2-3 разговаривать и только там найти кого-нибудь более-менее адекватного и трезвого, с кем можно, ну хотя бы через слово с матом поговорить, а не на каждом слове. Ну и плюс оскорблений. А так в стриме, конечно же, я всегда готов, рад участвовать. Спасибо, что пригласили, спасибо, что разрешили принять участие. Вашему вот этому мероприятию очень много приковано внимания, как бы очень так вы поймали, как говорится, хайпанули на теме, и причем это очень важно. Да, никогда обученные пропагандоны российские говорят на определенную тему, да, и замалчивая главную тему оккупации и убийства граждан Украины, оккупации части Украины. А когда реально можно задать прямые вопросы, без цензуры, без подготовки, обычные люди, обычные блогеры Украины задают обычным, самым что ни на есть, обычным русским или гражданам России. Ну и вот эти годы, которые вы ведете работу, вас уже сейчас уже много, но вы огромный фронт работы держите на своих плечах, ребят. И молодцы. Спасибо, дякую. Дякую. Успел посмотреть несколько включений или так, не очень? Да, я по чуть-чуть смотрел, я Киевскую Русь смотрел, так, ну как обычно, чат-рулетку я почти все смотрю, ну, что успеваю. У меня вопрос к Аслану, извини. Вот у меня в стриме из адекватных был только один человек. И у меня такое ощущение, он с Кавказа и с Войнахских, потому что акцент такой вот в конце, вот, если ты помнишь, да? Я хотел спросить. Да, вот. Который замазанный был. Не, он открытый. Я не помню, открытый, кажется. Его не видел. Вот. Бороду, кажется, только. Или что такое. Вот и один единственный, я хотел еще... Вот это дело, это, ну, как бы... Для меня, вот то, что я это вижу, это вы сделали очень большое дело сегодня, быстро так самоорганизовались, это тоже ваша украинская черта такая, самоорганизовываться, вы умеете, еще с 2014 года вы это продемонстрировали, как бы было бы очень хорошо проводить, и когда вот будет проводиться и такое объединение, да, профсоюз блогеров такой, если у вас соберется, то, конечно же, это будет уже такой весомой силой для и как внутри Украины, так же и влиять на оккупанта, да, и на умы оккупанта, так как и если не можешь победить силой оружия, то даже важнее, чем сила оружия, это сила мысли, духа, ну, я имею в виду в том смысле, что... Сила слова. Так слово це є... Когда вы можете не убивать этих ватников, да, их всех перебьешь, и нет необходимости в этом, а когда можно им донести, реально надо понимать, что они обмануты. Да, они вас ненавидят, да, они убили 13 тысяч украинцев, но при всем при этом есть как смягчающие обстоятельства, они обмануты. Может быть, рады обманываться кто-то из них, может быть, нет. И есть среди них союзники какой-то степени, да, как Полтава не разбирается в сортах, да, он всех под одну гребенку, это тоже, конечно, выход из ситуации, особенно когда идет война, но, с другой стороны, донести свою позицию не только для украинцев, когда вы делаете, вы доносите еще ее и до россиян, не только русских, в России очень много, в том числе наша страна оккупирована, как ваш Крым и Донбасс, и входят уже в поле, информационное поле, юридическое поле России, да, хоть и незаконно. И ваши вот эти слова, когда вы говорите это на русском языке, это или там на украинском, чаще всего на русском, это дорого очень стоит.
Я когда в первый раз услышал в 2014 году от украинцев воля, свобода, защита Родины там, и так далее, для меня на русском языке услышать это было так странно. Я думал, что вот мы живем вот в этом информационном русском поле чеченцы и говорим мы между собой про свободу, про независимость, про борьбу. Мы говорили только на чеченском языке. И уже такое впечатление складывалось. Может, эта воля никому и не нужна вовсе. Вот мы такие какие-то, не такие. И когда вот украинцы в 2014 году вышли защищать свою страну и начали об этом говорить, это было очень духоподъемно, это было видно, что значит, не мы такие особенные, какие-то непонятные, а значит, все-таки вот те, кто нас оккупирует, хоть они завалили нас вот информационным своим вакуумом полностью, нас, скажем так, окружили заботой своей информационной пропагандой, при всем при этом, когда это был такой прорыв с вашей стороны. И то, что вы сейчас делаете, это огромная помощь не только вам, а для нас. Я это ценю, знаю. И как сказал Джохар Мусаевич Дудаев, солнце свободы взойдет со стороны Украины. И это правда. Ваша история находится у России, они ее украли. Ваши, вот вы сейчас говорите, там какие-нибудь новшества, какие-нибудь там новые идеи. Это, в принципе, кого ни копни, он или еврей, или украинец, или еще кто-то, который приносит эти идеи. И за вами будущее. Мы в вас верим, мы вам хорошие, надежные союзники, друзья. И с Божьей помощью вы освободите свою землю, и мы освободим свою, и в конце концов, может быть, не демократия, но хотя бы соблюдающая международное право в России, вот какая-нибудь там власть установится. До демократии, наверное, все-таки русские не доросли, что вот есть мнение, что царь не нужен, а вот должен быть человек свободным. Пока не доросли, я этого не вижу. Но я вижу, что можно их принудить к миру, принудить соблюдать международное право, как это было в 91-м, 92-м, 93-м годах, была какая-то гласность. И может быть через 25-50 лет у них вырастет свободное поколение, которое будет и уже с нами конкурировать по поводу свободы и говорить: нет, мы свободнее, чем вы. Ну, пока будем надеяться на лучшее, а вам всем я желаю удачи. Дякую. Спасибо вам большое. Ислам, со своей стороны сегодня тоже как бы попадали чеченцы в кадр, и молодой чеченец мне попался. Я даже так частично извинился за нашу вот эту затурканность в свое время, когда ваш народ убивали. И я тоже могу подметить, если адекват, то или бабушка украинка, или война. Тут два варианта. И 1 из 10 кто-то из Запоребрика. Да, совершенно верно, Василий. Я вчера, по-моему, смотрел вот Киевскую Русь на Сергея Ивановича, и там ему попался какой-то там очередной ватник, и он четко разложил, видимо, может, какой-то военный был или приближенный к этим, разложил ситуацию, как Басаев пошел в Дагестан, как там напал на Россию, маленькая Чечня. Обычно все вот эти маленькие страны нападают на большую Россию. Почему-то большие страны на Россию не нападают. И вот он четко все рассказал, и потом уже он начал говорить, и уже начал четко рассказывать про Крым, как они по закону, как положено, исконную русскую землю вернули России и так далее. Я бы хотел вот напомнить по поводу, и вам всем, блогерам в том числе, и вашим зрителям, что в 1999 году Басаев провел спасательную операцию до деблокировки 2 сел, Чабан-Махи и Карамахи, в Дагестане, где у него был договор с дагестанскими там разными представителями, что в случае чего он им будет оказывать помощь. И он не являлся никаким должностным лицом. Масхадов, президент наш, осудил это. Это то же самое, как сейчас Гиркин, да? Он полковник ФСБ, пришел, но это не является казусом белли, да, поводом к войне. То же самое Басаев, добровольцы пошли, пробили этот коридор и быстро вернулись. Все, на этом боевые действия закончились. Там дальше воевали дагестанцы. Сами россияне, дагестанцы воевали против своей власти. И именно из-за того, что им не хватило оснований убедить Запад,
что чеченцы напали на Россию, им пришлось взрывать дома. Первый дом взорвали в Дагестане, в Буйнакске, чтобы была связь между Дагестаном и остальными взрывами. И в Дагестане, в Буйнакске, потом 2 взрыва в Москве и 1 в Волгодонске. В Рязани, как мы все знаем, задержали 2 сотрудников ФСБ. Девушка, 3-я сотрудница, успела скрыться. Ну, это так, чтобы вы понимали, что все, что говорят про вас, это ложь, и все, что говорят про нас, это тоже. Но она уже 25 лет уже такая въевшаяся ложь, что даже вы, которые не придавали большого внимания, значения вот этим действиям, которые происходили в нашей стране, может быть, где-то у вас тоже укоренилось, что да, может быть, все-таки это правда. Нет, 95-99% все, что про нас говорят, как и про вас, это выдумки российских пропагандистов. Все, спасибо вам большое. Аслан, спасибо тебе большое. Ждем на очередных следующих стримов. Всегда с уважением относимся к чеченцам, всегда следим за твоим каналом. Свободу Ичкерии и свободу всем свободным народу. Логично. Да, спасибо. Логично. Слава Украине, Ичкерии. Героям слава. Героям слава. До свидания.